Здравствуйте. Необычную тему выбрал я для сегодняшнего комментария – хиромантия, или иначе говоря, гадание по руке. Сразу хочу сказать, что я не собираюсь рассказывать о хитросплетениях узоров на наших руках. Строить, так сказать, из себя знатока мне ни к чему, хотя бы потому, что две попытки запомнить, какая из линий или бугров на наших ладонях за что отвечает, закончились для меня очень быстро. Довольно сильный такой, нагоняло это дело быстро на меня тоску. Так что строить из себя знатока я не собираюсь. Как, впрочем, не собираюсь рассуждать о хиромантии как о лохотроне, так называемом. В конце концов, каждый из нас волен сам определять, сколько и нужно ли платить ему за то или иное предсказание, если оно, конечно, не связано с каким-то криминалом. Меня заинтересовал человек, который увлекается хиромантией. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Начну с ЧП в аэропорту Якутска. Накануне поздно вечером здесь совершил аварийную посадку самолет Ту-154 авиакомпании «Якутия». Самолет летел из Магадана через Якутск и Новосибирск в Краснодар. Во время набора высоты при вылете из Якутска система контроля выдала сообщение об отказе левого двигателя. Командир принял решение прекратить полет. В течение 3 часов самолет баражировал над Якутском, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился. Никто из 160 человек не пострадал. Во вторник, уже сегодня, можно сказать, началось расследование инцидента этого. И специальной комиссии, кстати, придется ведь еще ответить сразу, может быть, даже на вопрос, собственно говоря, отказ двигателя был или это было просто ложное срабатывание автоматики. Но здесь следует напомнить, что у данного типа самолетов 3 двигателя и полет на 2 – это штатная ситуация. О других событиях дня. Сегодня с депутатами окружного совета Якутска встретились руководители Илтумена. Спикер парламента Нюргун Тимофеев в своем 15-минутном докладе положительно оценил работу городских и республиканских депутатов, а затем предложил укрепить это сотрудничество и сообщил о направлении им в окружной совет своего представителя Юрия Бацева. Почва для дальнейшей работы совместной есть и совершенствование этой работы. Кстати сказать, исполнительная власть тоже ведь на месте не стоит, тоже пытается найти точки соприкосновения. Я имею в виду в данном случае Илью Михальчука и Вячеслава Штырова. Сегодня запланирована встреча их в Москве, правда, но тем не менее она будет. Кстати, она уже, по-моему, 3-я по счету после того, как президент был наделен повторно полномочиями главы республики. А следующее сообщение из зала суда. Федеральный суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Карпова за мошеннические действия с земельными участками. Осужденный обманул более десятка горожан, используя запутанную ситуацию с оформлением земельных участков. Потерпевшим он представлялся сотрудником мэрии, имеющим доверительные отношения с одним из заместителей главы администрации, и предлагал им в короткие сроки оформить документы на земельные участки. С марта 2004 года по август 2005 Карпову удалось ввести в заблуждение 17 граждан и похитить у них обманным путем 1 миллион 844 тысячи рублей. И каков же приговор суда? 3 года лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иски 7 потерпевших о взыскании с осужденного более 1 миллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба. Это и есть хиромант. Михаил – ученик 10 класса. Надо сказать, что поначалу я решил, что гадание по руке для него – это возможность вот так вот необычно поприкалываться со сверстниками. Такое необычное времяпрепровождение меня, собственно говоря, и привлекло. Но оказалось, что это никакой не прикол. Как, впрочем, и не вариант бизнеса после окончания школы. Так откуда же такой вот интерес к оккультной науке, которая зародилась, кстати сказать, еще в каменном веке? В общем-то, увлечение спонтанное. Так, никаких особых предпосылок не было. Просто заинтересовался и потом уже начал изучать. А что больше всего привлекает в этом? Не знаю, таинственное. Оно всегда тяготит. И для меня это своеобразный способ самовыражения. То есть это для тебя не прикол? Нет. Серьезно? С определенной точностью можно анализировать даже, по какому пути будет развиваться судьба человека. Вот так. Какую карьеру он выберет, какими талантами обладает. Личность можно раскрыть очень четко, точно. Вот. А там какой процент попадания? Известно, нет? Не знаю, у меня очень часто случается так, что попадаю, в общем-то, совпадает мои прогнозы. Да, не все время, но как правило. Я думаю, преимущество именно в том, чтобы узнать о проблеме или каком-то неприятном происшествии заранее, и уже... Готовиться? Да, готовиться к нему. А если, скажем, там что-то увидишь такое не очень приятное для человека, как ты в этом случае? Я всегда говорю, что я отмечаю только тенденции. Вот, то есть, если есть тенденция в ухудшении, я просто не предупреждаю,
а категоричных выводов никогда не делаю, то есть что опасно очень. А чаще всего что интересует людей? Ну, если моих сверстников, то карьера, конечно. Ага. Вот. Ну, люди повзрослее спрашивают о своих детях. Вот. Но я сразу отвечаю, что надо их руки смотреть. Вот. Говорят, ну, о будущем, в общем, такие очень вопросы не конкретные всегда. А карьера это что, ты можешь прямо сказать, что кто-то кем-то станет или как? Ну нет, Что я именно? просто прогноз, как сложится, удачно, более-менее или нет. Вот так. А как это вот можно увидеть, вот, если по руке? Удачно, неудачно. Линии, вот, линия судьбы, смотрите. Это какая? Вот эта? Вот это, да. А, вот это. И что? Вот. Ну вот здесь у вас, смотрите, линия идет от холма Луны. То есть это уже можно сказать, что человек связан с такой деятельностью необычной. Вот. Потом выходит дальше за линию головы. Вот это, то есть вы успеха добивались долго. А ты кем будешь сам? Э, Или собираешься стать? Ну, я не знаю, пока не очень четко представляю себе свою дальнейшую судьбу. Ну, скорее всего, будет с сферой гуманитарных наук связано. Вот так. То есть тебе твоя линия ничего не подсказывает? Ну, в общем-то, намекает с творчеством связать свою жизнь. Творческих людей. Это правильно. Ну, наверное, да. По знакам можно так сказать. Ну, а вот если иметь самое ближайшее будущее, скажем, ты можешь сказать, как ты школу окончишь? Нет. Насколько это успешно будет? Не думаю. Почему? Ну, событие не очень важное, так скажем. Прежде всего для меня, школа. То есть, а что важно тогда? Ну, не знаю. Меня другие вещи интересуют более, чем школа. Ну, то есть, вот, линии также отражают, как я уже говорил, приоритеты в жизни, как у человека расставлены. И вот на основе этого можно судить о том, скажем, как удачно сложится та или иная стезя, по которой пойдет человек. Вот. Но относительно себя и школы как-то ничего конкретно сказать не могу. А ты не думаешь, что вот, скажем, вот это хиромантия, да? Что она как-то может быть там частью жизни в будущем, нет? Не знаю. Ну, материальный план, конечно, у меня не на последнем месте находится. Но я как бы так серьезно об этом не думал. И о том, чтобы заниматься вот этим делом ради прибыли, не знаю, маловероятно. Еще такой вопрос. Вот, скажем, ты человеку погадал, и ну, ты же сам говоришь, что цель какая одна из целей, да, с тем, чтобы каким-то образом подготовиться к этому событию. Если не секрет, а у тебя есть какое-то впереди такое событие, к которому нужно готовиться? Ну, негативное, скажем. Негативное, ну да, есть определенные знаки. А что значит готовиться вот к нему? Ну, найти в себе силы, не растеряться, когда сталкиваешься с чем-то негативным, неприятным. Вот так. То есть подготовить какие-то внутренние резервы. Ну, скажем, вот, не открывая деталей, да, вот негативное в твоем будущем, это что, здоровье, это карьера, я не знаю, что-то Ну еще? вот, что со здоровьем связано, да. Здоровье. А как ты будешь готовиться? Заболеешь, так заболеешь, ведь, да? Ну, не знаю, я просто буду верить в то, что когда-нибудь все наладится. Ясно. А скажем, вот если тебе товарищ, который гадает, предсказывает, что там что-то в жизни будет хорошее, вот к хорошему нужно готовиться, или это, так сказать, просто как щепка плывешь, там оно само собой придет, счастье? Да, по течению, прежде всего, надо двигаться. Готовиться... Готовь, не готовься, судьба тебя найдет все равно, в любом случае. Вот так. А если дело идет о каких-то позитивных моментах в жизни, то тем более. Сопротивляться не надо. Да. Свой звездный час не упустишь. А у тебя он будет? Не знаю, не могу сказать. Ну, по рукам не видно. Нет, ничего такого. Про сверстников могу сказать, что у них там очень неопределенно. Это, конечно, не всегда случается. Бывают люди, у которых прямо все написано. То есть линии очень четкие и знаки такие, по которым можно точно сказать, чем человек будет заниматься или насколько хорошо сложится его путь. Ну, вот, но в большинстве случаев, конечно, такая туманность остается. Так, а линии тогда с возрастом, они как-то определяются? Да, не меняются. А, то есть не постоянно? Да. Если человек, допустим, находит в себе силы как-то жить по-новому, то, возможно, я не исключаю такой возможности, что линия на руке изменится. То есть рисунок поменяется. То есть не все так фатально получается? Да. То есть перестроиться тоже можно? Можно.
Не всегда, но можно. Честно признаюсь, я так и не понял Михаила. Ведь хиромантия – это оккультная, но все-таки наука, то есть комплекс знаний, который требует системного изучения. Это отнюдь не праздное такое вот чтиво. Хотя в то же время я отдаю себе отчет, что, может быть, я просто не готов был его понять. Ведь что греха таить, наверняка многие из вас тоже, уважаемые телезрители, подростков воспринимают достаточно примитивно, что ли. Делят их, скажем, на несколько групп. С одной стороны, это паиньки, с другой стороны, те, кто, как говорится, оторви и брось. Ну и остальная масса, как бы, ничего из себя не представляющая. Видимо, на самом деле это не так, все гораздо сложнее. Хотя мы по-прежнему считаем их все-таки молодыми и, может быть, поэтому примитивными. Будем исправляться. На сегодня все. До свидания.